Здравствуйте, мои дорогие, с вами я, Олеся. Сегодня у нас будет расклад на тему, кто же думает, кто же гадает на вас, кто же ищет информацию в сети или еще в каких-то других источниках, да, кто интересуется вами. Сейчас будем делать сигнификацию, загадайте своих людей, кого вы подозреваете, да. Загадываем. Смотрим, девочки. Так, ну, тут кто-то со страстью к вам, девочки. Кто-то со страстью, кто-то с вожделением наблюдать за вашими фотографиями, да, за вашими постами. Кто-то очень хочет знать информацию. Угу. Ну, этот человек, сразу говорю, он небольшого ума, или она, да, человек, который, возможно, что-то потерял, да, недавно в жизни, то есть обнулился, потому что по шуту у нас всегда идет обнуление. Какие-то, возможно, были жизненные препятствия, да, в жизни этого человека, и вот сейчас он как будто бы начинает все заново. Более того, он даже чувствует, знаете, себя жертвой. То есть он чувствует, что вы сейчас на коне, что у вас как будто лучше, да, все, чем у него. А у него как будто связаны руки. Обида на вас сильная, девочки. Очень сильно идет обида, идет раздражение. И так как рядом у нас карта повешенного, то, что обида есть, а на вас это выместить он не может, понимаете? То есть такая сильная зависть, которая сковывает, да, вплоть до каких-то неврологических проявлений, потому что идет карта у нас такого, знаете, состояния, когда человек не ест, не спит, не пьет, просто страдает, вот страдает, даже сами карты выходят. У него, когда он заходит на вашу страницу, на ваши какие-то контакты, смотрит ваши сторис или что вы там выкладываете, или, может быть, даже одна мысль о вас вызывает какую-то головную боль, да, грубо говоря. Человек не ест, не спит, не пьет и очень переживает. Человек сейчас одинок. Он сейчас, знаете как, ему не нравится, что у вас есть поклонники, что у вас всегда есть какие-то возможности, да, новые знакомства, новые встречи. А ему не нравится, что у него не получается выходить в люди, с кем-то строить отношения. Итак, выходит мужчина у нас, и знаете, что я хочу добавить? Он, скорее всего, женат. Скорее всего, жена. Да, то, что я сказала, что одинок, это, возможно, знаете как? То, что брак такой, наладан дышит, да, как говорят уже, что не чувствует он поддержки, там, не чувствует того, что ему нужно, в общем, от брака он не чувствует. И, возможно, знаете, как еще, он сам по себе всегда один. Вот человек такой одиночка, человек нарцисс, человек, которому важно свое благосостояние, которому важно, чем он занимается по жизни. То есть он не может вот так вот сидеть без работы, без денег, да, без каких-либо материальных дотаций. Ну, что я могу сказать? Конечно же, рядом с ним женщина. Рядом с ним женщина довольно со строгим характером, женщина такая злобная, женщина завистливая, женщина, ну, жена, да. Так, возможно, знаете, как еще, тут выпал паж пентаклей, еще у них может быть просто ребенок, да, у них может быть ребенок. Так, ну, что могу сказать, этот мужчина к вам настроен сейчас, то есть вот если он все-таки решится, да, проявиться, вот мы по раскладу будем сейчас смотреть, да, дальше. Ну, то есть, если он проявится, он уже будет готов вам даже как-то помогать, возможно, материально, возможно, как-то помочь, да, в жизни. Он вспоминает начало ваших взаимоотношений, как у вас только все начиналось,
когда-то вы были, возможно, единомышленники даже, да, что-то общее у вас было, то есть пока карта отношений у меня. Ну да, вы знаете, если вы расходились, девочки, вы расходились, потому что были такие обстоятельства, которые долго не менялись. Вас это раздражало, что он не меняется, что ничего дальше не происходит, что все так же, как и было, да, остается. И вы просто решили от него уйти, потому что уже было невозможно. Возможно, был гулящий. Был такой сорвиголова где-то в чем-то, да, женщин любил. То есть такое, знаете, у него и жена была, и вы были, и еще, возможно, кто-то был. Даже невозможно, а так и есть. Он даже сейчас, вот я вижу, не против с кем-то еще, да, познакомиться. Но, тем не менее, девочки, следит он за вами. Значит, вы оставили какой-то след, да, в его сердце. Так, ну, конечно же, след вы оставили, да, по тройке мечей. До сих пор обижается, даже это не бытовые какие-то обиды, да. Ему тяжело осознавать то, что вы ушли, что он больше не может вам трепать нервы, больше не может вас как-то доставать, вас учить жизни и так далее. Вы ему сказали, что слушай, дорогой мой, ты либо определяйся, либо не определяйся, да, по двойке пентаклей, неопределенность у нас. Вот, вы ему поставили ультиматум, я так вижу. Что, типа, либо уходи, либо... Да, тут, возможно, еще зависимости у него какие-то были. Сами отношения могли быть тоже зависимые. То есть, вы все-таки здесь на расклады, значит, вы тоже его вспоминаете. И он решил к вам проявиться, да, сегодня. Сегодня здесь, сейчас. Вы знаете, он сейчас пока вот скрывается. Действительно, это карта слежки, карта скрытности. Он пока не хочет выходить. Не хочет выходить. То есть пообщаться с вами хочет, но официально как бы сказать, что слушай, я тут знаю, как ты живешь, смотрю там на твои фотографии, ну, перед сном, да, ночью вспоминаю там наше прошлое, он пока еще не готов, так сказать. Но вы знаете, вот он не может проявиться, потому что сейчас у него какие-то решающие события, да, в жизни по страшному суду. То есть какой-то момент, который он сейчас ему вообще, то есть не до этого. Да, и поэтому, возможно, еще со здоровьем тоже какие-то проблемы. Опять же. Может быть, знаете, он просто бессилен, потому что понимает, что он вам-то, по сути, уже не нужен. Потому что, судя по картам, тут и конфликты у вас были, конечно же, возможно, еще у вас есть какой-то поклонник или был, да, на тот момент, пока вы общались, и его это бесило. Тут не только он стоял на выборе, да, жена, не жена, там, еще какие-то любовницы или нет. Тут и вы на выборе стояли, девочки, вы выбирали. У вас еще были поклонники, у вас еще были какие-то сомнения на сердце, да, что зачем он мне нужен. Ну, он, конечно, прям до сих пор переживает, что он тогда не удержал вас. Вот тут карта как бы такого удержания, да, то, что не хотел отпускать. Король мечей всегда не отпускает просто так, пока всю кровь не выпьет. Но он, знаете, он вас видит такой королевой жезлов. Эта женщина всегда, знаете, такая хитренькая, хитроватая, всегда знает, где что сказать, как поступить, как ей будет лучше, как выгоднее. То есть она сочетает в себе лучшие качества из 4 королев. Вот самые такие, да, держит все в кулаке, можно так сказать. Он думает, что у вас все прекрасно, кстати, девочки. Он думает, что у вас действительно и семья, либо отношения уже крепкие, он уже так думает. То есть это не значит, что у вас так сейчас на данный момент, да, но это его мысли. Я говорю то, что он думает сейчас по картам. Да, и причем думает, что у вас там прям на перспективу уже все пошло, что там уже и дети там планируются, и совместное будущее, семья, собака, дом, как говорят, да, только дерево осталось посадить. Думает, что, ну, конечно, он вспоминает, что с вами-то им было хорошо, потому что с женой там, конечно, мало у них общего, у меня идет информация, да, такая, что у них какой-то прям уже усталость друг от друга. То есть он уже в ее сторону не смотрит, девочки. Уже не смотрит. И, видимо, это длится уже давно. Дальше пойдет
Мгм. Но опять же, вот есть какой-то человек, который страдает. Вот смотрит на ваши фотографии и страдает, переживает, места себе не находит. А человек тоже у него какая-то больная, или у нее, опять же, сейчас не знаю, кто выйдет, какая-то больная привязанность к вам тоже была. Какая-то больная привязанность, да, возможно, человек сам просто тоже с какими-то зависимостями. Видите, у нас сегодня уже 2 зависимых от вас человека выходит. Так, ну это женщина. Это женщина, девочки. Это, ну знаете как? Это кто-то старше. Вот у меня идет информация, что это кто-то старше вас. Чуть-чуть, возможно, не намного. Это может быть бывшая подружка, соратница, однокашница, одногруппница, с которой вы общались, ну, довольно длительное время, по моим ощущениям, да? Угу. Тут даже нет, у нас еще одна выходит. Ну, тут такая больше истеричка-страдалица. Если первая, она такая больше материалистка, больше такая, думает, где повыгоднее, где как с кем, да, удобнее, то вторая больше такая вот истеричка. Чуть что не так, она сразу в слезы. Чуть что не так, сразу вы плохая, вы во всем виновата. Вот, узнаете, девочки, напишите. Вот, даже еще у нас один человек выходит. Ну, в общем, девочки, у нас сегодня какой-то прям сбор информации. Так, ну давайте на них и посмотрим тогда. Итак, про первую, которая постарше, да, что я могу сказать? Ну, сейчас она, опять же, у нее вот какая-то пауза в жизни, она не может найти себя. Возможно, отношения у нее тоже на стопе. И она тоже выбирает, девочки, тоже выбирает какие-то мужчины, не мужчины, чужие, да, чужие мужья, скорее всего, у нее встречается за бабки. Хитрит кого-то, обманывает очень сильно. Какой-то обман идет обман, хитрость. Да, но рядом с ней есть мужчина, который такой прям вот ей во всем помогает, ей все дает. Но, девочки, у нее все равно в жизни полный, сами понимаете, потому что 10 мечей, но тут... в общем, я вам сказала, да, что девочка общается с женатыми мужчинами, это однозначно, какие-то дотации, дивиденды от них получает, сама себя как бы ищет, возможно, не работает, да, скорее всего. Ну и у нее сейчас какое-то просто ошеломление в жизни, то есть она почему-то сравнивает себя с вами и не в пользу себя, да. То есть у нее прям, ну, вообще эмоции через край. Так, вторая, что ее бесит вас? То, что опять же думает, что у вас кто-то есть. Кто-то есть, и отношения довольно крепкие. Отношения, опять же, много общего, девочки думают, что у вас с ним. Завидует страшно. Такая, знаете, черная женская зависть. Вообще, лучше я бы вам посоветовала вообще убрать контент на какое-то время, потому что это невозможно. Вам это не нужно. Тем не менее, у нее есть какой-то мужчина, муж, у нее есть помощник, да, по жизни. Но он, знаете как, он уже может ее держать больше как за друга. То есть встречаются, но все равно она больше как друг ему. То есть страсти там нету. Но у нее есть поклонник какой-то, с кем-то она там общается еще. Но сама еще не может определиться в жизни, опять, что ей надо. Вот такая, вы знаете, обычно, кстати, люди, которые за кем-то следят, они этим и характеризуются, то, что они сами по себе потерянные, и им надо за кем-то следить, чтобы как в свое время забивать просто, да, и все. Так, давайте на короля кубков смотреть. Так, ну, у мужчины с вами тоже какой-то конфликт был, какой-то резкий, что-то не так, может быть, ему сказали, обидели, задели. Угу. Ну, кстати, с ним, знаете... У вас могли быть отношения, возможно, свадьба была, опять же, какие-то вот такие вот идут, у меня информация, да. То есть что-то было у вас серьезное, уже все к тому близилось, но вы в последний момент, опять же, его послали, девочки. Вы его послали, вы его турнули, выгнали, и он до сих пор вот не может от этого очнуться, да, то есть он такой, ну я же был такой правильный, ну я же был такой надежный. Ну я же там на скаку, на коне, с деньгами там и так далее. Почему она не выбрала меня, да? Вот с такими мыслями смотрит мужчина, да?
Ну, конечно, вот этот вот, он точно хочет проявиться, он хочет что-то написать. Возможно, кстати, напишет уже скоро, да. Вот этот напишет. Такой, знаете, человек тоже вот себялюбивый по королю кубков идет, да, всегда тоже нарциссики такие, которые обычно в комфорте каком-то своем пребывают. То есть, если появляется женщина, которых будоражит, они, как правило, с ней все-таки не вступают в отношения, они себе находят кого-то попроще, да, чем они, но все равно следят за теми, кто интересней. На сегодня все, мои дорогие. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. По личной консультации я вас всех жду по номеру в комментариях. Я вам оставлю. Всего вам самого светлого и всех благ.